Чистота в первую очередь. На кухне Академии вольной борьбы сегодня особенно оживленно. Здесь все готово для мастер-класса по выпечке остинских пирогов. Национальное остинское блюдо полюбилось латвийской гости, которая во что бы то ни стало решила научиться его готовить. А в Осетии, как известно, желание гостя – закон. Так, не брать и сыпать на вес, а много сыпать или вот так, или чтобы все равно? мука у нас была равномерная. Ой, поздно. Да. Все. Научили гостю. Да. О, давай. Чуть-чуть перейти, На раз, чтобы два, видно три. было. Да, давай. И мы говорим Сатта, там. Все. Четырехкратная чемпионка Европы, призер чемпионата мира по вольной борьбе Анастасия Григорьева ломает все стереотипы. Признается, справляться с тестом ей гораздо сложнее, чем с соперницами на ковре. Настя, честно скажи, что сложнее, пироги делать или на ковре бороться? Ой, вы знаете, это два совершенно разных занятия. Просто на ковре это, конечно, это совершенно другое. Это привычное дело, которым ты занимаешься каждый день на протяжении не одного десятка лет. Быть в Осетии и не кушать пироги, я считаю, это преступление. Поэтому тут в Осетии мы позволили себе кушать все. Невозможно устоять. Анастасия Григорьева приехала в Северную Осетию на сборы. В поездке ее сопровождает тренер Арман Звирбулис. Перед новым спортивным сезоном основное внимание девушка решила уделить своей физической подготовке и ковровым тренировкам. По собственному признанию Анастасии, поездка в Северную Осетию научила ее многому. С собой в Латвию она увезет не только секрет приготовления главного национального блюда, но и новый спортивный опыт, которым с ней щедро поделились североостинские атлеты. А еще латвийскую спортсменку впечатлила Академия вольной борьбы имени Аслана Хадарцева. Местным тренерам очень благодарны за то, что действительно, девушку, ладно, из Осетии могли выпускать на ковер, а тут, считай, мы приезжаем из соседней страны, нас так тепло и на ковер пускают, и ребят дают поработать, и кормят тут просто. На первый день приехали, думали, что нас так встретили, потому что банкет. На следующий день мы встаем на завтрак, и просто тоже тут такой огромный выбор блюд, и мы так, уже сказали, что мы столько не сможем съесть. А на прощание Анастасия пообещала, что следующую золотую медаль она непременно отметит в кругу семьи и друзей с 3 пирогами собственного приготовления. И спасибо всем большое за помощь.